Я за все просил прощения заново родившегося человеком. Это не лишнее ли будет? Nous allons jouer notre vie ensemble et puis bonjour. Школа жизни. Конечно, на 1000%, наверное. Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Рита Мукалаева. И наш сегодняшний гость Султан Каримов, народный артист Кыргызской Республики. Добрый день, Султан Агай. День добрый. Буквально 3 дня назад я была на концерте «30 лет творческой жизни Эльмары Турсуналиевой». Вы принимали участие в этом мероприятии. Ваше выступление стало самым ярким. Я сейчас избегаю лести. На самом деле это было самое яркое выступление из всех присутствующих артистов. Энергетика и драйв. Это на самом деле было удивительно. Скажите, пожалуйста, насколько сложно на сегодняшний день вот так вот выступать на полную мощность, как вы это сделали? То есть отработали свой номер на все 100. Во-первых, благодарю вас. И, знаете, мне кажется, просто творческий человек должен, мне кажется, всегда, тем более певец или актер, должен демонстрировать подачу, но в первую очередь, наверное, пропустить через себя каждое слово в тексте. Иначе, я думаю, не будет вот этой отдачи, потому что, может быть, я не знаю, может, во мне осело то воспитание советское, та идеология патриотизма. И вы согласитесь, что у нас в Союзе была идеология, которой сильно придерживались. Я думаю, я благодарен тому, что я в таком духе вырос. Советский Союз, он распался. Вот насколько вам было сложно после того, как вообще исчез Советский Союз, приспособиться к шоу-бизнесу? Смогли вы ли это? Знаете, если вот начать это все, если я пришел со школьной скамьи в первый состав кыргызской эстрады под управлением Чора Кожемжарова, я был самым молодым, и в то время воспитание у нас в Кыргызстане, в Кыргызской ССР, было такое, что вот ровно стоять на сцене, не двигаться, не танцевать, микрофон стоит, отпел и ушел. Тогда немножко я сломал, может, этот стереотип и начал двигаться, танцевать, да, выходить, ходить по сцене, потому что само по себе, я думаю, то, что они делали, ну, советские певцы, правильно было, то, что вот подача, влияние общение, Запада, да? считалось Да, это. да. То есть певец должен был не поворачиваться спиной к залу. Да. Певец должен сохранять осанку, Да. шаг влево. То есть все четко по траектории. Вы это нарушили. Одно время даже вас называли нашим кыргызским Валерием Леонтьевым, я помню. Было такое время. Из-за прически, ну, скорее всего. Из-за прически. Общее сходство, наверное. Может быть, да, было какое-то общее сходство. В 2020 году это был сложный период в вашей жизни. Слава Богу, вы его прошли. Обычно говорят люди, которые тяжело болеют или происходит что-то очень сложное в жизни, они меняют свой взгляд на жизнь, у них меняется философия жизни. Произошло ли так с вами? Знаете, наверное, предначертано судьбой. Так получилось, что я заболел. Ну, я думаю, то, что все мы молодые, когда как огонь, не вовремя покушаешь, там, в работе, без конца в бегах, как говорится, ну как в работе, суета, это как всегда.
Ну, вот это все, наверное, отдалось. Но больше всего, конечно, у меня была проблема с внучкой, она болела, она вообще инвалид. И я думаю, мы настолько переживали, и я, и супруга, и, наверное, больше отразилось на мне, и получилось так, что я не заметил, как я оказался сахарным диабетом, заболел в смысле. Приобрел эту болезнь, делали всевозможные, ну как, лечения, да, процедуры, но она ничего не помогло. Но это все услышала Асуль Молдахматова. Ей, кстати, низкий поклон. Она многим помогает. И я в том числе оказался, она услышала и попросила у народа, помогла, чтобы собрать нужные средства, чтобы лечиться. И вот она договорилась, клиника, где она лечилась, в Стамбуле, в Турции, и меня отправили туда. Вот я там, конечно же, подлечился, но там, конечно, эффективно. Я уже на 4-й день уже мог потихонечку ходить. А то я не мог ходить. Дома был как охранник. И наступал так, как на этих пяточках. И вот так я ходил. Куда там? В зал пойдешь, в спальню пойдешь, на кухню пойдешь. Вот так это самое. Я знаю, что вам оказал финансовую поддержку и президент страны Садыр Джапаров. По приезду, когда я уже приехал, уже нужны были еще лекарства, потому что там, то, что мы прошли, там перечислили в клинику, на счет клиники, а там все они проделали нужное лечение, вот, и, конечно же, да, выписали лекарства, которые я оттуда привез тоже. Это, наверное, не маленькая сумма. Да, не маленькая сумма. Я по приезду, конечно, от имени президента оказали помощь на лекарства. Там, и вот теперь вернусь снова. Изменился ли ваш взгляд на жизнь после того, что вот вы пережили? Или вы остались таким же самым деликатным Султан Каримовым на эстраде кыргызской? Конечно, вы знаете, наверное, те слова, которые пусть звучат банально, но твори добро, и оно тебе и вернется. Мне кажется, вот Асуль Молдахматова делает такое добро, и это возвращается. И я, будучи в семье верующих, потому что родители всегда говорили, никогда не желай никому плохого, она тебе бумерангом вернется. Только пусть будут у тебя чистые мысли. Вот я стараюсь, конечно, ко всем относиться. Меня не интересует, как, что этот человек, чем увлекается, по какому направлению идет, или что там плохое делает, или что. Это я не судья. Но факт то, что для меня он хороший, или она хорошая, она всегда будет мне в душе. И я буду стараться делать, и воспринимать это, и делать так, только добро. Вы очень интеллигентно подходили к отбору песен. Вы думали о том, какой след это оставит после вас. Вы не пели песни однодневки, абсолютно. Это тоже воспитание родителей? Или вы так для себя решили, что я буду делать вот так? Я думаю, вообще творческий человек, я как певец, конечно же, в выборе песен очень много значит и текст, и мелодия. Ну и, конечно, потом аранжировка. Вот. И бывает так, что если в тексте где-то что-то не устраивает, естественно, я обращаюсь, и мы сообща как-то меняем. Бывает же такой текст, который невозможно, он не звучит, как в песне, как должен прозвучать. А вот если читаешь, он может нормально. Но вот старались так, чтобы какое-то слово заменить
но не теряя смысла. То есть в каждой песне должен быть смысл. Да, да. И вот это выбор вот этого репертуара, мне кажется, бывали то, что мне лично пишут, именно по моему голосу, для меня вот. А бывает, просят некоторые песни. Естественно, я опять обращаю на текст, посоветуюсь, где-то что-то я сам поменяю, чтобы это было соответственно, чтобы, ну это все, как говорится, слепить надо что-то это самое, чтобы это, прежде чем тебе подать, надо. И главное, это... чтобы потом не было обидно и стыдно. Конечно, да? и им не было обидно. А ведь главное, надо знать о том, что цель такая, что песенник, поэт-песенник и автор мелодии, и певец, цель одна, чтобы оно дошло до слушателя, чтобы он воспринял, чтобы оно было не забыто, но она была актуальна, потому что если очень так тонко, творчески подходить, то каждое, что ты делаешь, певец поет песни, актер играет роль, музыкант играет произведение, но оно должна оставаться вот у людей в памяти, как, будем грубо говорить, не грубо, я думаю, так и должно быть, все должно быть сделано профессионально. Да. Может, не очень идеально, но профессионально. После того, как вы вылечились, вышли на сцену. Вы помните ваши ощущения? Да. Вы знаете, когда лежишь, момент когда такой, когда болеешь, я себя ощутил и вообще поставил на место тех людей, которые действительно уходили из жизни и прощались с этой жизнью. И для меня было такое ощущение, что как будто я прощаюсь. Но всегда я просил Всевышнего, всегда. Мы же люди, мы же не идеальны. Где-то, может, кому-то я грубо сказал что-то, может, что-то не так сделал. Потому что обидеть человека можно не каким-то таким большим делом или там таким, как говорится, грубо говоря, матом или что-то такое, правильно же? Можно просто обидеть взглядом просто иногда. Взглядом или маленьким слогом. Слог – это слово «да» или «да», правильно? То есть это можно нечаянно обидеть человека. Поэтому я за все просил прощения. И когда я вылечился, и когда меня пригласили выступить, знаете, первое ощущение было, конечно, я по сей день выхожу, делаю низкий поклон за то, что люди все, которые помогли, конечно, там были и бизнесмены, были и знакомые, которые, естественно, оставались в тени. Не афишированными, но помогали перечислять для лечения. Вы знаете, я всегда говорю, что благодаря вам я вышел на сцену, благодаря вам я стою на этой сцене, благодаря вам я пою, продолжаю и продолжаю жить. И, конечно же, как у нас говорится, бата. Все делали мне бата, чтобы просили у Всевышнего, чтобы я победил эту болезнь. Это мне все помогло. И это было ощущение заново родившегося человека. Это ощущение сравнимо с тем, когда вы первый раз вышли на сцену? Или это ощущение, знаете, острее? Где-то да. 46 лет вы уже на кыргызской эстраде. И
если поговорить о сегодняшнем шоу-бизнесе, что вам приемлемо и что вы абсолютно не хотите воспринимать, считаете, что так не должно быть? Или вы все-таки толерантны ко всему тому, что происходит в шоу-бизнесе? Вы знаете, шоу-бизнес вообще, честно говоря, тоже, как и политика, грязная. Надо всегда не выходить за рамки. Это все-таки культура. А вот сейчас дали свободу в шоу-бизнесе. Что творится? Я думаю, это чересчур. В то время где-то что-то нас так воспитывали, что ровно стоять, это самый, я думаю, это все-таки где-то просто нас держали в узде, чтобы это было правильно. Но это вот отпустили, сейчас что получается? Кто в чем выходит? Когда такое было, что выходили в трусах? Когда такое было вообще, ну, что на улице ходит, в этом же выходить на сцену? Я думаю, для человека искусства сцена – это само по себе площадка храма искусства. Да, по большому счету, это театр оперы и балета, это большая сцена Государственной филармонии, вот такие площадки, которые… Но туда же выходят, к сожалению, молодежь чересчур. Я противник этого. Я думаю, я не говорю, что я говорю до этого, что я чуть-чуть сломал стереотип, что туда-сюда пойти, что подача. Ну, может быть, это мое видение. Но это безвинно, да, по сравнению с тем, что сейчас происходит? Ну, конечно. Шаг влево, шаг вправо, то есть какие-то движения. Должно быть все в рамке и соответствовать. Потом я бы хотел бы еще… Конечно, молодежь очень… Это сейчас их время, я не спорю, чтобы кто-то там не подумал, что вот вышел, там начинает такие слова говорить. Я просто хочу сказать, что должна быть та рамка, которую нельзя перешагивать. Надо стараться как-то максимально, чтобы это поработать над собой перед сценой, а потом задавать себе вопрос, это не лишнее ли будет? Что если вот это я сделаю? Как будет восприниматься? Вот не надо идти по теме, как говорят, как Моргенштерн, там вот такие, там, сейчас что-то не творится, сейчас только поют одни маты, куда пускаемся. Султан Агай, дело в том, что ведь все равно уже назад пути не будет. Конечно, неизвестно, не будет. Что дальше будет. Может быть, через лет 10 тот же Моргенштерн будет, мы скажем, Господи, ну это же было так безвинно. И это говорит о том, что вот наступает какая-то новая эра, да, в музыке. Да, мы Или живем… это уже не музыка даже, это что-то уже другое. Знаете, мы живем в век компьютеризации, век нанотехнологии. В основном даже иной раз смотришь какую-то передачу или о какой-то молодежи. Конечно, рэп пишут, все это самое. Есть, которые действительно читают рэп хорошо, в ритме, с подачей, там есть такие самые, да. А есть, которые стараются, я вот написал музыку, вот послушайте туда-сюда, а там ни слуха. Все должно исходить от сердца. Поэтому говорят, от сердца к сердцу. Вы исполняли песни на кыргызском, уйгурском, узбекском, казахском, русском. Но этим не удивишь многие. Дальше таджикском, афганском, грузинском, турецком, азербайджанском, татарском, болгарском. Дальше на арабском, монгольском, украинском, английском и французском и других языках. Вы на самом деле вот на этих языках пропели, получается, ну, практически весь мир вы пропели. В этом была необходимость или это было ваше желание просто вот спеть эти песни на разных языках? Мое желание было. Потому что я слушал
на этом языке этих исполнителей, кто исполнял эти песни, и мне охота было спеть. И, конечно же, я обращал на текст, естественно, я ходил к переводчикам, именно брал с ним вместе, ставил эту музыку или пластинки, в то время пластинки же были, ставил, и чтобы правильно текст мне сняли. Это сейчас хорошо, поэтому можно открыть, и текстом выплывает все это правильно, а тогда надо было именно находить человека или идти по знакомству к какому-то посольству, там кого-то просить, чтобы мне досконально поработали, да, произношли, чтобы я прочитал это все, чтобы с ним, со мной позанимались, правильно ли я произношу. Потому что мне стыдно будет выходить и стряпать как-нибудь. Потому что если я выхожу, я должен, если что-то взялся, я должен профессионально сделать. То есть исполнить хотя бы низкопробно, не как 100%, а хотя бы я знаю, как 100%, как они не смогу. Но, во всяком случае, сделать 95% я должен кровь из носу. Вы исполняли песни на самых разных языках, а вот представители, те, кто владеют этими языками, они вас слушали, что они говорили, какова их была реакция на ваше исполнение? Знаете, ну, вот, например, болгары или монголы. Они были благодарны. Они подходили, сжали руку, говорили спасибо, вот, что очень хорошо, чисто, вы откуда знаете. Или вот подходили на этом языке, со мной разговаривают, а я не понимаю. Спеть одно, конечно, но, конечно, я смысл песни переводил, потому что я должен знать же, о чем эта песня, правильно же? И поэтому я знал, где, что надо, даже элементарно какой жест, или даже какую подачу, даже кивнуть головой. Это тоже какие-то знаки, соответствующие тексту песни, правильно же? Скажите, пожалуйста, вот прошло уже достаточное количество лет. Вы помните эти тексты или забыли? Некоторые. Например, интересно просто. Знаете, все так не соберешь. Ну так, когда, допустим, я пел песни вот, даже на каком языке я сейчас скажу, что помню. Если взять, я даже забыл, конечно, вот песню, когда мы представляли Киргизскую ССР в Конго, тогда приходилось, естественно, там колония французского языка, и мне пришлось срочно учить на французском. И я ездил во Фрунзе-Рас, нашел конголезца, и с ним сел, поставил пластинку и учил. А тогда песню эту исполняла, в исполнении я услышал пластинки Мирей Матье, и я вот эту там «Nous allons jouer notre vie ensemble, et puis un bon jour, la chance a tourné, on ne finira pas la partie ensemble, et cette chanson va, ça descend que tes bras tu as gagné, et moi toujours perdu, et on s'est tellement aimé, mais ça m'a plu». Вот такие самые приходилось. Браво, браво. Уважаемые зрители, это экспромт, это не было подготовлено на самом деле. Кыргызстан – это страна тоев. Очень много у нас ежедневно проходит той. Я кыргызка, конечно, я тоже с удовольствием посещаю самые разные мероприятия. Я ни разу не видела, чтобы вы где-то работали на тоях. Это принцип или просто я не видела вас? Вы, наверное, не видели, но вот редко, мы хотим возвратиться к тому, что, вот, как вы сказали, после развала Союза, что было? Да. После развала Союза действительно все оказались за бортом. И я не исключение. Мы оказались в ресторане «Джаштык». Тогда у нас в Кыргызстане было только
два ресторана, ресторан-казино, где были, ну, казино только два в основном. И в двух залах работали музыканты посменно, потому что начинались выступления с 5 до 5 утра. И там мы выступали с этими музыкантами. И потом, конечно, потихонечку начали приглашать на свадьбы, да, мероприятия. Приходилось ездить. Потом постепенно переквалифицировался ведущим тоже, ну, на кыргызских, узбекских, уйгурских, казахских тоях, турецких тоях. Вот. Приходилось зарабатывать. Надо было что-то делать же. То есть это лихие 90-е, да? Да. Вы тогда да, начали? Да, это было 91-92 годы. Ну, я благодарен то, что все-таки это, как у нас по-кыргызски говорится, рызкы, который дает Всевышний. Надо же как-то кормить семью. Но самое главное, не пошел по плохому пути, вот, зато зарабатывал тем, что дал Всевышний голосом. Вы помните ваше первое ощущение, когда вы пошли в этот ресторан-казино? Вы тогда очень подающий надежды певец, и вот должны здесь петь. Какое у вас тогда было ощущение? Знаете, я себя ощутил немножко в душе чем-то таким я не хочу сказать, что я там высокий, а просто свой вот этот самый уровень, который я должен показывать на сцене большой, приходится идти на 10 ступеней ниже. Хотя все мировые звезды выросли в кабаках. Майкл Джексон, правильно же? И тому подобные мировые звезды, правильно же? Эдит Пиаф, все. Но наше советское воспитание это было другое. Да, это было как-то это самое, понимаете? Потому что вот это слово, такое отношение, такое пренебрежительное к нам, это кабацкий певец, там, туда-сюда, понимаете? Но я старался плавно говорить, опять применяя те слова, все мировые звезды вышли из кабаков. Потому что они пусть пели кабацкие песни, но они там, как говорится, отрабатывали. Они работали над собой, и потому что в ресторане или где там, когда поешь, там, естественно, люди, клиенты приходят, просят песни на том или на том. Ну, популярно по тем временам песни, да? В каждое время есть свои популярные песни же. Но приходилось нам делать, выучить это. По-моему, это тоже большая школа. А потом, когда я после всего этого, я пришел к тому, что если я вначале считал, что я на 10 ступеней вниз, но я для себя сделал такой вывод, что я прошел школу, хорошую школу. Школа жизни. Конечно. Потому что оно мне помогло еще больше выучить песни на других языках. Хотя бы раз в жизни, вот даже в 90-х, вы пожалели о том, что не послушались своих родителей и не стали финансистом? Ведь они мечтали об этом. Да. Был момент, вот опять-таки, когда мы после развала оказались в такой ситуации, конечно, многие оказались. Вот тогда если при Союзе говорили, если кто-то там что-то привезет, продаст, их считали спекулянтами. А потом, это было ругательное слово. А потом, да, такое было восприятие при Советском Союзе, что
унижение такое, торгаш, спекулянт, торгаш, это понимаете? А потом на тебе пришло слово «бизнес». Надурит тебе, обманет еще это, но это бизнес. Коммерция. Коммерция, понимаете? Это вообще так посмотришь, думаю, вот тогда я для себя задал, а почему я вот надрываюсь, а этот бизнесмен, который, вот были такие знакомые, которые никчемные, и учились неважно, и вообще и не слушались родителей, понимаете? Они потом оказались такими тузами. Из воздуха сделали деньги. Да, вот. Ну, конечно, это, опять-таки, я посмотрел, это материальное все это самое, но я продолжал также петь. Было ощущение, конечно, я хотел договорить о том, что пожалел о том, что почему я не окончил полностью этот самый, ведь я, когда должен был окончить техникум советской торговли, я полгода осталось завершить, а мы поехали в Каракол, там родители, они узнали о том, что я уже приехал. Что вы не финансист. Да, и потом я уже сказал, говорю, вот я бросил полгода тому назад, я перешел полностью сюда, потому что чаша весов к культуре, вернее, на сцену. Творческая жизнь. Да, вас и увлекла. финансист или там что, я или технолога. Я говорю, вот перетянуло это, я пошел это сам. Но я не жалею, ведь тот знакомый, который почти вместе выросли, который вообще, как я говорю, что стал бизнесменом, кто-то держит нормально. Наступил такой момент, он оказался банкротом. И в один прекрасный день я увидел его, он собирает бычки. И для меня было так, ну как, я не в том смысле, что униженно посмотрел на него. Я просто себе сказал, слава Всевышнему, что я ровно шел по этому пути. Трудно было, но перенес это все. И это было испытание. Дети – отражение родителей. Вот вы сегодня с высоты ваших лет смотрите на ваше отражение. Какие мысли вас посещают, когда вы смотрите на ваших детей? Все ли вам удалось в них вложить, все то, что хотелось? Знаете, по моему пути, ну, не все пошли. Сын хотел идти, ну, как эстрадный исполнитель, но это шоу-бизнес. Он посмотрел, говорит, что вы испытали, я не хочу наступать на те же грабли. Вот. Ну, внучка, она старается петь, она музыкальная, внук. Гены вот. Работают. Да, ну, опять-таки, они не стремятся рваться вот на большую сцену, ну так, потихонечку, как к этому обращаться как к хобби. А так специальность хотят другую получить. А если говорить об их душе, вот, о качествах, которые помогают им жить, то есть что от вас они переняли? Также они упрямы, как вы? Также деликатны? Ну, знаете, сейчас молодежь скрытно. Вроде бы скажет так,
а сделать по-своему. Ну, значит, они Потому в что вас. так же, наверное, как и я. Я думаю, все творческие люди наверное, по-своему так относятся. У вас очень долгая творческая жизнь. Вот за все эти годы какой вопрос вам чаще всего задавали журналисты? Мне, знаете, вот вопросы разные бывают, но бывали, самый такой вопрос, чего не прощаете, это бывает редко, конечно. Но я думаю, все согласятся. Хочу повториться о том, что любой человек не простит ложь, предательство. Я думаю, я тоже не прощаю. А так я, понимая каждого по-своему, потому что у каждого свой подход, свое мировоззрение. Я думаю, главное, я думаю, что кем бы мы ни были, делать просто свою работу, но делать от чистого сердца, чтобы это приносило хоть маленькую, но пользу. Скажите, пожалуйста, вот если бы у вас была возможность сейчас вернуться назад и увидеть себя, что бы вы ему сказали? Я бы пошел снова в первый класс, в беззаботную, такое детство, и я бы, естественно, снова все сделал бы, но с отдачей, полностью не на 100%, а на 1000%, наверное. Вот на этой ноте мы и завершим сегодняшнюю нашу беседу. Спасибо большое, это было очень интересно. И вам желаю спасибо. здоровья. Спасибо, и вам тоже всех благ, и народу нашего Кыргызстана процветания, сплоченности и сделать все хорошее, чтобы было всему народу приятно и быть спокойным за будущее.